Весна – одно из самых прекрасных времен года. Однако сосульки и снежные глыбы, свисающие с крыш домов, могут представлять угрозу здоровью, а порой и жизни людей. Как обстоит ситуация с этим явлением в Алдане, расскажет Татьяна Вахнина. Весна повеяла угрозами. Толщи снега проваливаются, дорога местами превратилась в причудливый каток. Главную же опасность представляют сугробы, куржаками свисающие с крыш. Торопясь домой на обед, Галина Жукова во дворе невольно замедлила шаг. Над подъездами дома номер 8 по улице Октябрьской нависла ледяная глыба. Под крышей дома своего Галина Поликарповна думает лишь о том, что последствия неизбежного падения льда могут оказаться трагичными. Стоит отметить, что ранее кровля имела металлическое ограждение. В прошлом году по инициативе управляющей компании система безопасности была снята. К началу осени подъехали ребята, спилили все у нас заграждения, которые на крыше. И в результате теперь снег тает и образуются глыбы. Снега, когда было много по осени, у нас сваливало все антенны. Я вынуждена была обратиться, потому что лед уже больше, чем на метр съехал. И очень страшно, что кругом дети, люди ходят. Я говорю, это же задавит только так, льдиной убьет. Октябрьская 8 отнюдь не единственный в Алдане адрес, где разгулялась весенняя оттепель. Ничуть не хуже картина по улице Комарова. Крыши домов под номерами 98 и 92 также представляют реальную угрозу для жизни. Горожане уповают лишь на везение, да частично на управляющую компанию. С наступлением весны городской комитет обустройства словно оказался под лавиной необходимости решения множества проблем. Сотрудники ГКО чистят дороги, сбивают сосульки, сбрасывают снег с крыш социальных объектов и жилых домов. Однако, к сожалению, эпизодов природного характера в 100 крат больше, нежели человеческих рук. Управляющая компания не может объять необъятное и тем самым повсеместно ликвидировать угрозу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан.